Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Российская легкоатлетка Мария Лосицкена заняла первое место в прыжках в высоту на турнире, который прошел в Польше. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,2 метра. Этот показатель является лучшим результатом сезона в мире. Предыдущий лучший результат был установлен Лосицкена на этапе бриллиантовой лиги в Осло 13 июня. Для 26-летней Лосицкена победа стала 11-й подряд. Россиянка, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении. Торжественная церемония проводов Олимпийской сборной России на вторые Европейские игры прошла в воскресенье в Москве. Церемония состоялась в рамках празднования 30-го Всероссийского Олимпийского дня. Мероприятия прошли на территории спорткомплекса «Лужники». Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков передал знамя спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. Знаменосцем команды России на церемонии открытия игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Ожидается, что в Минске выступят 225 российских спортсменов. Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4000 спортсменов из почти 50 стран разыграют 200 комплектов медалей. На игры поедут и якутские вольники в категории до 57 килограммов. Попробуют свои силы пятикратный чемпион Македонии, трехкратный чемпион немецкой Бундеслиги, 23-летний Владимир Егоров из Амгинского Улуса. В этом году Владимир стал бронзовым медалистом чемпионата Европы в Бухаресте, тем самым подтвердив серьезные намерения в борьбе за медали Евроигр. Якутянин будет представлять Македонию. В этом же весе будет бороться 8-кратный чемпион Беларуси, 4-кратный призер чемпионатов Европы, бронзовый медалист чемпионата мира 32-летний нюрбинец Владислав Андреев. Он также выступит в качестве легионера за Белоруссию. В этом сезоне Владислав в 8-й раз выиграл звание чемпиона страны и занимал вторые места на крупных международных турнирах во Франции, Украине и Италии. Соревнования по вольной борьбе пройдут с 25 по 30 июня и проводятся только в 6 олимпийских весовых категориях. Ожидается участие 3 олимпийских чемпионов и 7 призеров Олимпиады в Рио. Футбольный клуб «Спартак Москва» открывает школу по подготовке юных футболистов под названием «Спартак Юниор» в Якутске. Специально для этого в столицу республики прилетел 6-кратный чемпион России по футболу, бывший игрок этого футбольного клуба из сборной России Валерий Кеченов. Для таких школ в Академии «Спартака» разработана специальная методика подготовки юных футболистов, выполнение которой будет осуществляться под тщательным контролем руководства и тренеров «Спартака». Самые талантливые и способные дети получат возможность присоединиться к Академии. «Спартак» – это самая титулованная команда, и всегда школа спартаковская всегда считалась одной из самых сильных, как в плане тренеров, так и ее воспитанников. Поэтому это бренд «Спартак», это говорит о многом. Будут обучать детишек игрой в футбол, и по методике Спартаковской академии. Особенности везде есть всегда. Безусловно, это свои тренировки, своя направленность, свои какие-то такие вещи. Это не для всех. Фестиваль волейбола прошел в Верхневилюйском Улусе на первый чемпионат. Для вилюйской группы улусов с районов приехали по 5 команд и 2 команды с города Якутска. В общей сложности на 9 сетках соревновались 43 команды. Волейбольная ассоциация не забывает и своих ветеранов, оказывает им большую социальную помощь. Так, жительница села Тамалака Наталья Терентьева Сахава провела благоустройство ее жилого дома. Сахава сегодня самый массовый вид спорта по волейболу. За это мы повели группу, чтобы была массовость среди ветеранов. Потому что волейбол в великой группе сейчас остается. Если взять центральный и заречные улусы, если взять Амга, Чурапчада, Усалта, в великой группе остается. И через 2 года мы ждем 30 лет у нас будет юбилей Сахава и как раз великую группу. Это были новости спорта. Всего доброго!